Здравствуйте, это новости с Анжеликой Миржоевой. Смотрите в этом выпуске. По горячим следам диалога с проверкой жалоб на работу медучреждений республики выехал министр здравоохранения. В Сожецком районе идет масштабная реконструкция стадиона имени Дьякова. Каковы планы по его переустройству? Легко, просто и без очередей. Насколько востребована среди жителей республики система одного окна? Перспективы развития российско-китайского сотрудничества в Ингушетии обсудил Юнусбек Евкуров с представителем нашей республики в Китае Ван Ли. Она сообщила, что в республику уже приглашены китайские проектировщики, чтобы начать работу по реализации совместных проектов. К концу года запланировано провести в Ингушетии китайский экономический форум, на который приедут порядка 200 китайских предпринимателей, которые на месте определят сферы своих интересов и проведут предварительные переговоры. Также будет организована выставка китайских товаров в Ингушетии. Юнусбек Евкуров отметил, что видит такое сотрудничество как весьма перспективное и для Ингушетии, и для Китая. Мы собираемся строить сейчас первоначально будет теплица. Каждая теплица будет площадью 3,15 гектара. Вот, будем строить 300 таких теплиц. Сейчас вот эти специалисты, как мы сказали, в настоящий момент делают визы российские. По работе на теплицах, вообще на земле, мы уже говорили об этом, ни в коем случае никаких химикатов, никаких отрав, и это должно быть под жестким контролем наших специалистов, экологов и всех остальных. Более 500 обращений получил глава Ингушетии Юнусбек Евкуров на последнюю программу «Диалог с народом». Вопросы в основном носили социально-экономический характер, а также касались работы различных министерств и ведомств республики. Каждая жалоба или пожелание анализируется и распределяется по компетентным органам. На проверку сразу нескольких жалоб в адрес медучреждений республики на место лично выехала министр здравоохранения Марем Арабханова. Марина Катиева с подробностями. Поликлиника города Карабулак не в состоянии провести биохимический анализ крови, потому что, видите ли, нет средств на покупку оборудования. А одна женщина, которая арендует однокомнатную квартиру напротив поликлиники, в состоянии купить это оборудование и проводить указанный анализ. За деньги? Как такое? Да, за деньги, конечно. А поликлиника, естественно, направляет туда. Вот как возможно такое? Жалобы от жителей Карабулака на местную лабораторию в эфире «Диалога» не первый случай. Казалось, вопрос уже давно исчерпан, но не тут-то было. Глава региона в своем ответе краток. Здравнадзор, все туда выезжайте, завтра проверьте прямо. Не просто проверить, проверьте, какие анализы там сдавали, кто сдавал. Там журнал, все должно быть в учете. Наша съемочная группа вместе с представителем Минздрава выехали на место, где было решено уже окончательно расставить все точки над «и» и наказать виновных. Взяли анализ? Конечно. Сколько человек у вас прошли сегодня? У нас в понедельник вообще не биохимический день. Так. Мы подготавливаем реактивы. Так. Но кто приходит, чтобы они не жаловались, мы делаем забор крови, вот у меня крутится центрифуга, откручиваем сыворотку, готовим и делаем анализы. Ни одному человеку не отказали. Ну скажите, вот сегодня в частности, сколько человек сдали на биохимию 10 анализ? человек. 10 человек сегодня сдали. Вот журнал. Журнал мы посмотрим. Только сегодняшнюю дату и потом предыдущие даты тоже покажите. Лаборатория работает в обычном режиме, оборудование в исправном состоянии, сбор анализов уже проведен. В поликлинике негодует очередная клевета. Заведующая лабораторией в свое оправдание рассказывает обо всех тонкостях ее работы уже в который раз. Забор крови в процедурном кабинете. Потом сюда мне заносят, я делаю обработку, вот в центрифуге, готовлю сыворотку, сыворотку разливаю в карусель. Здесь в эту карусель ставятся реактивы, ввожу в компьютер все данные, записываю в журнал. В журнал ведется запись, если вдруг кто потерял, приходят за дубликатом, я им выписываю дубликат. Марем Арабханова также прибыла на место, чтобы самой лично разобраться в ситуации. Учитывая, что на сегодняшний день у нас есть возможности определить любой анализ сделать. У нас есть финансирование на то, чтобы купить весь расходный материал. Это вас касается. Конечно, есть. Понимаете? Есть, и этих жалоб не должно быть. Их не должно быть. Вы понимаете, сегодня прикладывается столько усилий для того, чтобы люди на нужном уровне получили то, что им нужно. Тем временем пациенты в холле возмущены ситуацией не меньше самих врачей. Что вы
толпа анализ сдает. Но каждый человек вправе, где он хочет, туда сдавать, да? Лично я здесь сдавала, потом для проверки туда ходила, гемотест сдавала. У меня Масхан одинаковый. Так что это на нас яха жалуются зря. Это неправда. В 1974 году Сулдухат, приходила, анализы Масхан, чтобы они отказались. Это я не знаю, кто это мог такое выдумать и сказать. А зачем вы сверяете, скажите мне? Я делала так, но у меня одинаковый анализ Масхана. Никогда разницы не хранятся. Мне сказали, когда я не знала, у вас выше крыши холестериниар, где сдавали здесь. Ой, пойдите гемотест, я пошла гемотест. Одинаковый анализ холестерина. Зарема Точиева вот уже 7 лет болеет сахарным диабетом. Как только женщине становится плохо, она идет в местную лабораторию. Нареканий к работе персонала у нее нет. С анализами проблем никогда не возникало, говорит Зарема. Ведь кому знать, как не ей. Встречаться с врачами и сдавать анализы ей приходится чуть ли не каждый день. Каждый раз я приходила сюда проверяться, сдавать. Анализ никогда не отказались. Хорошие врачи, хорошее место, только больница маленькая. То есть ни один раз вы не уходили без анализа? Нет, никогда. И здесь я не могу против них что-то сказать плохое. Мария Рабханова лично поговорила с пациентами. Самое основное аппаратура, расходный материал, больниц. Поэтому Затем выехали в ту самую частную медлабораторию, в которую якобы местные врачи и направили своих пациентов для сдачи анализов. Работники гемотеста отметили, что они делают более 1000 видов анализов. Правда, не сами, а только проводят их забор и переправку в Москву. Тем более, что каждый волен сдавать анализы или проходить обследование там, где ему удобно. Ситуация принимает неожиданный поворот, когда появляется сам виновник всей этой истории, ранее якобы отказавшийся приходить. Я это говорю не так, чтобы кого-то укорить. Наоборот, я говорю другое. Человек работает, руководитель, а кто-то его подставляет. Мы вам очень признательны, что вы, если есть эта проблема, если вы не будете об этом говорить, мы не будем об этом знать. Да. Мы сейчас детально в этом разберемся. Так стало известно, что ребенок Рашида Чиниева был на приеме в этой лаборатории. Было решено уволить врача, который и посоветовал сдать анализы участников. После долгих обсуждений картина хоть как-то стала вырисовываться. Конечной инстанцией стала детская консультация, в которую-то и обращалась супруга Рашида вместе с их малолетним ребенком. В медицинской карте последняя запись датируется 19 июня, а самих результатов анализа нет. Видимо, мама не посчитала нужным их показывать врачу. По какой причине, было неизвестно. А сам же Рашид, если ранее говорил о биохимическом анализе, то сейчас сказал, что это возможно БАК-анализ, который проводят только в ЦРБ или в санэпидемстанции. Это еще больше усилило напряжение. Но не разобравшись с этой ситуацией, до конца расходиться никто и не желал. Было решено пригласить сюда супругу Рашида, которая как никто мог бы дать объяснение происходящему. Так и получилось. Точку во всей этой неприятной ситуации, которая чуть было не привела к увольнению врача, именно она, Зина Чиниева, и поставила. Я пошла по собственному желанию туда, так как мне одна родительница, моя одноклассница, сказала: Зина, цигич дикая, там титры, мытры, все на свете. Именно цигич ол отсутствует дац. Такого не было. И никому не говорила. И никому не говорила. Вот мы на дом ходит убедиться. Моего ребенка с рождения, вот до сегодняшнего дня, 2 года моей девочки ведет. Замечательный доктор. Их лечащий врач Мадина Богатырева подтвердила слова Зины. В итоге стало известно, что педиатр не могла посоветовать сдавать анализы в частной лаборатории, так как ею были выписаны направления именно в лабораторию поликлиники. Никакого направления в частную лабораторию со стороны врача не было, и мама подтверждает этот же факт. Ну, в результате вот вывод такой, что Рашид, к сожалению, несколько, может быть, был не осведомлен достаточно. Вопрос его был правомочный. Каждый человек имеет право задать любой вопрос, но дело в том, что немножечко вот, наверное, недоговоренность какая-то между супругами была, и он недопонял чего-то. У нас, в принципе, сегодня претензий к Карабулакской больнице и поликлинике мы не видим. А пострадать мог бы абсолютно невиновный человек, в данном случае врач, которого было решено уволить. Но радует то, что такие вопросы решаются оперативно и на высоком сознательном уровне. Ведь для этого и проводится диалог с народом. Марина Катива, Джамалил Тамасханов, Новости 24. В Орджоникидзевском началась масштабная реконструкция стадиона имени Дьякова. Строители обещают, что уже этой осенью футболисты смогут опробовать новое покрытие. Помимо этого на стадионе предстоит работа по обновлению трибун и освещения. Хадия Дельбиева обо всем по порядку.
За все время существования этого футбольного поля, то есть с середины прошлого века, оно не знало такой масштабной реконструкции. Хамзат Тимирбиев с нетерпением ждет, когда вновь соберет старую школьную команду и выйдет на новое футбольное покрытие, чтобы взять реванш у своих противников команды из школы номер 2. Старое покрытие ровесник Хамзата и уже морально устарело, и играть на нем в последнее время было сложно. До реконструкции поля нам было очень сложно играть, так как там были комочки, были ямы, мы цеплялись за них, падали, и очень было трудно играть на таком поле. Работы на стадионе имени Дьякова начались с основного поля. Современное искусственное покрытие с высоким 6-сантиметровым ворсом должно снизить вероятность травм среди футболистов. Футбольная команда сельского поселения Орджоникидзевска была вынуждена играть в городе Карабулак. Чисто из-за этого, потому что у нас поле было в очень плохом состоянии. К нам приезжал футбольный эксперт, поставил техническое поражение 3-0 в связи с тем, что мы не могли принять на своем поле игроков. А по периметру футбольного поля протянут каучуковую беговую дорожку длиной в 400 метров. На такой обновленной спортивной площадке можно будет проводить самые серьезные соревнования, уверено руководство стадиона. Кстати, с апреля этого года именно тут все организации района сдавали нормы ГТО. Примерно каждый день около от 20 до 60 человек посещают стадион, играют в баскетбол, футбол, волейбол и так далее. Бегом занимаются каждый день. Даже люди пожилого возраста каждый день занимаются ходьбой. Данному стадиону около 60 лет. После реконструкции, я думаю, стадион еще прослужит не один десяток лет. Изменения коснутся не только спортсменов, но и болельщиков. В плане реконструкции предусмотрен ремонт трибун и освещения. Все 1200 посадочных мест будут укрыты от непогоды специальным козырьком. А на месте старых баскетбольной и волейбольной площадок появится новый теннисный корт. Хадия Дельбиева, Рамзан Миржоев, Адам Далаков. Новости 24. Принцип одного окна, заложенный в основу работы многофункциональных центров, упростил для жителей республики процедуру сбора справок и документов. В Назрановском МФЦ 20 окон для обслуживания граждан. И удобство этой системы оценил уже не один десяток человек. О том, насколько востребована система упрощения выдачи различных справок, в репортаже Светланы Томовой. Получить нужные документы, бегая по различным инстанциям, по разным адресам, не так-то просто. Чтобы все собрать и получить, наконец, одну долгожданную бумажку, иногда уходят месяц, а то и 2. С появлением многофункционального центра эта проблема ушла в прошлое. Здесь дела решаются по максимуму быстро. Клиентов обслуживают молодые и вежливые операторы, которые уже прошли профессиональную подготовку. В основном к нам приходят для услуг, чтобы для получения услуг регистрации права собственности. Очень много приходит для записи детей в дошкольные учреждения. На самом деле вот с появлением МФЦ вот это получение услуг оно стало намного доступнее, намного комфортнее для жителей республики. Через МФЦ все гораздо проще. Человек может сдать все нужные для получения той или иной услуги документы в короткие сроки. Здесь для этого 20 окон обслуживания. Клиенты уже оценили экономию сил и времени. У меня оформление земельного участка, первичное оформление. Вот, хожу я сюда уже несколько раз. Мне они еще заявление на загранпаспорт писали и ребенку оформляли. Главное, что очередей нету. Я вижу, люди довольные. Среди большого перечня государственных и муниципальных услуг многофункционального центра – оформление паспортов, регистрация ИП, прописка, выписка и многое другое. Спектр услуг в дальнейшем планируют увеличить. В данный момент 55 услуг. Мы добавили услуги ход Союза, то есть можно получить охотничий билет, подать документы на получение охотничьего билета. Вот, пенсионный фонд услуги мы добавили. Услуги налоговые добавили. Ну, согласно постановлению 797 мы федеральные услуги добавили. Вот. Но в данный момент ситуация такая, что мы наш перечень увеличили именно нормативные документы. И до конца года наш перечень будет 151 услуга. Точное количество, которое мы уже сегодня знаем. Вот. Плюс будем оказывать какие-то дополнительные услуги. Главная задача МФЦ – оказание госуслуг жителям республики в максимально короткий срок в режиме одного окна. Также существует номер горячей линии, по которому каждый житель республики может проконсультироваться со специалистом, не выходя из дома. Светлана Томова, Рахман Цуров, Новости 24.
Пока все. Хорошего дня и до встречи в 16 часов.